июль. Что же вам показать? Водопады! В мае не получилось. Едем в июле. Как раз купальный сезон. Дорога на водопады Курлур долгая. Переправой в Якутск-Нижний Бестях в эту сторону 1,5 часа. Часа 1,5 нормального асфальта и последние 16 километров. Мы ехали по проселку 40 минут. Под подбадривающие таблички. Ну вот, добрались. Вода специфического цвета, теплая, комментарии излишние, а ваши комментарии лишними никогда не бывают. Ну вы поняли. В июньском выпуске я показал ледник Булус. Так вот, в целом, если выезжать из Якутска рано утром к первому парому, то можно посмотреть сразу 3 точки. Ледник Булус, скала Турук-Хая и водопады Курлур. Это все рядом. Вход на водопады платный, 250 рублей. Интернета там нет или он очень плохой. На территории есть беседки, мангалы, можно встать с палаткой на ночь. Есть кафе, но мы предпочитаем брать еду с собой. Это река Менде. Есть лягушатник для детей, где уровень воды низкий и есть где поглубже. В местах, где течение сильное, у самых водопадов, само собой, купаться опасно. Может течением утащить, одно непонятно какое. Может случиться все что угодно. Главное, чтобы отдых был безопасным. Хороший пляж, как будто бы искусственный. Кроме интересных мест, я обещал делиться еще и тем, что отличает Якутию от моей родины. Здесь я не встречаю бродячих кошек. Зимой они просто не выживают. Холод, отсутствие подвалов, где можно укрыться, а вот собаки есть. Собака охотится на белок. Летом охота. Бродяжки выглядят весело. Но стоит подумать, что будет с ней зимой. Найдется стая, они будут голодными, и будет уже не смешно.
повезло. Собаке. Страшно. А пока стаями под конец июля сбиваются другие хищники. Гнус начинает докучать. С конца июля и до последних чисел августа от мошки не отвертеться. Спреи не особо Да помогают. не надо ловить, да подожди. Вот он. Еще один обитатель – волосогрызка. Если сядет на голову, вцепляется в волосы. В июле информации мало по Якутии, потому что была поездка на Альхон. Подписывайтесь, чтобы не потерять. Тоже будет интересно.